Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем вопрос благоустройства дворовых территорий с начальником управления ЖКХ города Александром Андрюшиным. Приветствую вас в студии. Здравствуйте. Александр Александрович, какие программы предусмотрены на этот год по ремонту дворов? В этом году будет реализовано две программы. Одна грантовая программа, а вторая программа совместно с правительством Хабаровского края. Но прежде чем рассказать о программах, хочу немного вспомнить историю вообще, как начинался ремонт дворовых территорий. По инициативе партии «Единая Россия» в 2010 году на федеральном уровне была принята программа «Дворы России». И по данной программе город Хабаровск получил 300 миллионов рублей. Ну, естественно, хорошее начинание имеет свое продолжение. Наши депутаты городские единороссы совместно со своими краевыми коллегами обратились в адрес губернатора, мэра города для того, чтобы создать рабочую группу и дальше уже на региональном и городском уровне реализовывать данную программу. В принципе, чем мы и занимаемся. Ну а что касается этого года, в этом году, как я уже говорил, будет действовать две программы. Первая программа – это программа за счет городского бюджета. Называется она «Грантовая поддержка». Как она вообще формируется и какие деньги будут предусмотрены? Значит, в адрес мэра города поступает очень большое обращение от жильцов о том, что ну вот собрали собственники 200-300 тысяч рублей, но не хватает, допустим, на спортивную площадку и так далее. Да? Естественно, значит, Александр Николаевич все эти инициативы поддержал, и поддержали наши городские депутаты. Из бюджета города было выделено на реализацию этой программы 40 миллионов рублей. Как она работает? Работает она следующим образом. Доля софинансирования города, то есть собственники должны собрать не меньше 33%, остальные деньги на ремонт дворовой территории дает городской бюджет. Но не более 1 миллиона рублей на ремонт двора и не более 500 тысяч рублей на малые архитектурные формы. То есть нужно собрать не менее 330 тысяч рублей собственникам? Ну в зависимости, да, либо это МАФы, либо это двор. Значит, а МАФы это что? Малые архитектурные формы. Но хочу сказать, что заявок было в этом году почти 180. Из них удовлетворено было 66. Значит, в марте месяце был объявлен конкурс, и в мае мы подвели итоги. В рамках этой программы будет отремонтировано 44 дворовых территорий и установлено 13 малых архитектурных форм. А почему удовлетворена лишь третья часть? А потому что, как правило, значит, не выполняются условия конкурса. Либо это меньшая сумма, которую необходимо собрать собственникам, либо это неправильно оформлены документы. Ну, все требования, они, значит, известны, мы их публикуем их и на сайте администрации города, и в управлении ЖКХ. Поэтому, значит, как правило, отсеиваются те или иные кандидаты в результате каких-то ошибок. Значит, комиссия у нас большая, значит, поэтому все прозрачно, итоги подвели. И, как я уже сказал, 44 двора будет отремонтировано, и 13 малых архитектурных форм будет в этом году. Подрядную организацию тогда выбирают сами собственники? Подрядную организацию управляет либо самоуправляющая организация, либо ТСЖ. И они могут делать все, что там угодно? Или есть какие-то видеонаблюдения? Они могут поставить или шлагбаум? Могут поставить и видеонаблюдение, и шлагбаум, но они делают только те работы, которые они заявили при участии в конкурсе, в рамках тех смет и, если необходимо, какого-то минимального проектного решения. То есть строго в соответствии с документами, которые были заявлены. То есть ограничением по видам работ, по идее, нет? По идее нет, да. Ну, не по идее, а вообще. Асфальт можно положить, да? Конечно, конечно. 44 двора будут в асфальте. И совместная программа с правительством. Давайте о ней. Да, есть, значит, существует совместная программа с правительством Хабаровского края. В этом году на Хабаровский край было выделено 100 миллионов рублей. Из них 46 миллионов рублей – это те деньги, которые достанутся городу Хабаровску. Как формировалась она? Ну, конечно, значит, это прежде всего обращение жителей в адрес губернатора Хабаровского края, мэра города, депутатов, значит, заявки районов города. Значит, сегодня предварительно эта программа, значит, более того, мы участвовали там софинансированием, бюджет города дополнительно 40 миллионов выделил свои доли, поэтому общая сумма реализации этой программы составит 86 миллионов рублей. Значит, на сегодняшний день по этой программе сформировано порядка 50 дворовых территорий, все они сегодня проходят согласование, и как только они пройдут согласование, управлением жилищно-коммунального хозяйства будет объявлен конкурс на виды работ, которые сформированы в этой программе. То есть сюда попадают в основном жители, которые не могут себе позволить набрать эти 33%, правильно? И, как в том числе и они, да. А кто еще?
может претендовать на эту программу? Ну, как я ранее сказал, это обращение в адрес губернатора, мэра города. Заявки по грантам, вернемся к ним. Если мы формируем грантовую поддержку на следующий год, то нас смотрят сейчас жители. Каким образом им подавать, в какие сроки? В течение марта месяца можно будет подать заявку в администрацию города, управление жилищно-коммунального хозяйства, 41 99 97 телефон, значит, и все разъяснения по этому номеру вам скажут, как, что, когда. Вопрос безопасности. Как проверяются горки, качели? Ну, хочу сказать, что обязательным условием это управляющая компания должна привлекать специализированную организацию, которая будет осуществлять функции технического надзора. Это обязательное условие получения гранта. Ну и, конечно, то оборудование, которое покупается, должно иметь соответствующие сертификаты, которые на территории Российской Федерации действуют. Это мы с вами говорим про новое оборудование малой формы, а то, которое уже стоит, есть какой-то То, график которое проверок? сегодня стоит, конечно, ответственность за него несет управляющая организация, либо ТСЖ. Если мы подводим итоги, то в общем, какое количество дворов будет обслужено в этом году? Порядка 113. Это работы все будут Это завершены работа- этим летом, правильно? Все работы мы планируем завершить к 1 октября. Александр Александрович, спасибо вам за позитивную информацию. Удачи. До свидания. Спасибо вам, всего доброго.